данного региона. Значит, само название юртовские нагайцы — это публицистическое название, чужеродное, то есть извне. Впервые так местные вот эту группу тюркоязычного населения, которое вошло в состав российского государства в середине XVI века, назвал губернатор Астраханской губернии Татищев в XVII веке. Себя юртовцы традиционно называют ногайлар, то есть в переводе нагайцы. Казанские татары и нагайцы-карагаши называют юртовцы карели ногай, нагайцы, живущие в черных домах. Туркмены и казахи ногай. Значит, вопрос о происхождении этнической этой группы до сих пор вызывает острые споры. Существует три таких, значит, точки зрения, что нагайцы — это выходцы, юртовские нагайцы — это выходцы из Большой Ногайской орды, переселившиеся под Астрахань во второй половине XVI, в начале XVII веков. Да? Такие мигрировали, но при этом забывает то, что в современных границах Астраханская область представлена только 1943 года. До 1925 года Астраханская губерния занимала территорию намного большую, вплоть до современного Урала. Это вот нынешний Западный Казахстан полностью входил в состав Астраханской губернии. И этот регион исторически он был в составе Ногайской орды. Вот это нашим исследователям не надо забывать. Вторая точка зрения, что ногайцы, вернее, предки юртовских нагайцев является какая-то особая группа астраханских татар, потомков татар Астраханского ханства. Но опять-таки это внешнее название, это название русской администрации. Как себя они самоназывали, само название, опять-таки, данной группы у нас не зафиксировано. И третий считает их потомками печенегов и хазар. Вот. Ну, вернее, остатками, одними из остатков. Можно также в силу открывающихся новых источников сказать, что жители Астраханского юрты и Большой Орды имели ногайское происхождение. В частности, на это указывает Трепалов в своем третьем издании монографии «История Ногайской Орды», которая в этом году вышла. А также сам фольклор, допустим, средневолжских татар, например, в татарском варианте эпоса Эдиге, население междуречия Волги, Дона, Яйк названы нугаями. Этой же позиции придерживался историк и археолог Альфред Хасанович Халиков. Значит, расселены юртовские нагайцы сейчас в Приволжском и Нариманском районах Астраханской области. Ну, я села перечислять не буду. 4 бывших села уже находятся в черте самого города Астрахани, самой города Астрахани, и вот там ряд пригородных сел. Известные личности: Басыр Мажитович Абдулин, ногайский писатель, драматург, автор первых пьес, первый роман на ногайском языке. Салиев Бикбулат Мажитович, первый советский и узбекский востоковед, историк, профессор истории, значит, Узбекской ССР. Наджиб Гасримов Людбердиев. Традиционная одежда, традиционные, вот, значит, кухня и все прочее, да, имеет больше общего именно с нагайцами, проживающих в других регионах Российской Федерации. Вот. Язык юртовских нагаев принадлежит к кипчакско-нагайской подгруппе кипчакских языков, тюркской ветви алтайских языков. В основе своей он является диалектом нагайского языка, но за последние 100 лет он испытал влияние татарского языка в области фонемы. В свою очередь он оказал лексическое влияние на язык переселенцев татар Астрахани, то есть в языке вот, потомков Мишар, Хазанлы, которые живут компактно в своих селах. В Нариманском, допустим, районе там очень много нагайской лексики. К таким выводам пришел вот один из первых исследователей этого этноязыкового разнообразия Нижнего Поволжья, Леонид Шахсултанович Арсланов. Ну, его труд, издан в 1997 году, юртовских татар, ну, как тогда называли в советское время, или астраханских нагайцев, языки мира, был издан в Бишкеке.
Значит, на такой же позиции стоят современные ученые и лингвисты из Института языкознания РАН. Ну, буквально вот недавно проводилось исследование, я думаю, в скором будущем эти работы будут изданы. Так, значит, после вхождения Нижнего Поволжья в состав российского государства юртовские нагайцы были включены в служивую категорию населения российского государства и широко привлекались астраханскими властями, в частности, и царским правительством для выполнения различных дипломатических поручений по взаимоотношению с народами Северного Кавказа, Крыма и Средней Азии, а также отряды юртовцев принимали участие в русско-польской войне 1609-18 годов, русско-шведской войне 1610-18 годов, русско-польской войне 1654-67 и в Северной войне 1700-1721 годов. Позже юртовцы были переведены в особый отдел государственных крестьян. Традиционное хозяйство юртовских нагайцев было комплексное. Оно сочетало в себе отгонные скотоводство, поливное земледелие, причем поливное земледелие имело два вида, земледелие имело два приема, это лиманное и поливное. Вот эта традиция, кстати, она в Нижнем Поволжье, которая имеет довольно такой, давний временной период, то есть начиная там от Хазар, Золотой Орды и так далее, да, она сохранилась именно вот в юртовской среде. И до сих пор, кстати, активно этой частью населения используется. Рыболовство, перевозки грузов на гужевом водном транспорте, торговля и кустарные ремесла. После миграции калмыков 17 века традиционные меридианные пути отгона скота с литовок на зимовье, ориентировка север-юг, сужает свой ареал. Указ Петра I 1704 года о введении госмонополии на вылов осетров также лишает этой статьи дохода данное население. У юртовских нагайцев вплоть до второй половины 20 века сохранялась память о родовых и семейных тамгах. Этими знаками собственности метили оружие, орудия труда, отмежевывали участки. Скот при этом тамгами не помечался, для него существовал другой такой обычай, эн называется, это особые надрезы на ушах животного. Поселения юртовцев традиционно делились по квартальному типу. Центр квартала являлся мечеть. В названиях вот этих квартальных поселений встречаются старые родоплеменные маркеры, такие, например, как Курнат, Кенегес, Кирит, Камшах, Тухус-Угус и другие. На данный момент у самих юртовцев родоплеменные названия забыты. Этому способствовал переход от кровородственной общины Махаля к аульной системе проживания, приписывание юртовцев также к сословию госкрестьян. Их место заняло такое, я имею в виду место родоплеменных маркеров, заняло такое явление, как атак, прозвание. У каждой фамилии, семьи или даже человека был либо общий на всех, либо индивидуальный атак. Природа происхождения того или иного прозвания различна. Это могут быть древние родоплеменные этнонимы, этнические антропологические особенности, профессиональные, бытовые черты характера. Далее, вот как раз вот при этих квартальных мечетях мулами нагайского происхождения велась регистрация рождения, фиксировалось рождение, брак, смерть сельчан и так далее. Так вот, в дореволюционных метрических книгах этих сел этническое происхождение основной массы жителей указано как юрт-ногай, юрт-адаме ногай. Термин татар при этом мы не встречаем. Даже многочисленные переселенцы из Среднего Поволжья, которые нанимались на сезонные работы в качестве работников с состоятельным юртовским нагаем, там указываются либо как казанлы, либо как миша. После событий 17 года на территории, где компактно проживали юртовские нагайцы, был на короткий период образован Ногайско-Татарский район. В 1925 году, в частности, сохранилась такая директива, направленная руководству этого района, руководством губернии, где жители района указаны как нагайцы. То есть это документ. Документы это указано. Также в качестве доказательств нагайского происхождения юртовцев можно привести материалы экспедиции Саратовского краеведческого музея 1930 года,
в селах Карагали, Башмаковка, Иксатово и Килинчи современной Астраханской области. На заснятых материалах, фотоматериалах, все жители этих сел указаны как нагайцы. Весь материал хранится в фондах этого музея. В 26 году в рамках первой всесоюзной переписи все группы нижневолжских нагайцев были включены в состав татарской нации, и в графе национальность или народность у юртовцев начали писать татарин или татарка. В школах юртовских сел язык обучения ввели татарский. Ну, здесь аналогии с северо-западными башкирами можно провести. Проблемы одинаковые. При этом сами учащиеся на татарском языке говорили только на занятиях, дома общались на своем вот родном юртовском диалекте. За 100 лет данного процесса не было издано ни одного словаря, ни одной книги, не исполнено ни одной песни на юртовском диалекте. Деятели от науки свели его статус до говора. В результате язык беднеет, дефрагментируется. Многие родители, понимая, что татарский литературный язык не является их родным и нигде в жизни он им не найдет практического применения, отказывают его обучении своим детям. В итоге увеличивается роль русского языка. И в быту молодые родители, уже сейчас имеется в виду, и их дети говорят именно на нем. Ну и вот в этом году был как раз создан данный проект, запущен среди самих юртских нагайцев, это Юрт-Новай. Цель этого проекта – возрождение, популяризация этнического самосознания юртских нагайцев, сохранение языка, возрождение традиционной материальной и нематериальной культуры данной этнической группы. Теперь по поводу, вот у нас в этом году мы буквально на той неделе проводили такой небольшой итог. Дело в том, что движение по возрождению нагайской этничности на территории Астраханской области в этом году праздновало 30-летие. То есть с 1990 года это общественное движение началось. Так вот, на этом, подводя вот это все, было принято вот такое, как бы, программа такая небольшая будущего видения вообще, что дальше, куда идти, стратегия. Значит, стратегия выработки, в общем, какая, значит, у нас стратегия? Создание оргкомитета для выработки стратегии следующих 30 лет развития нагайского общества. Учитывая, что у нас, я имею в виду нагайцев в целом, нет структурного национального государственного образования, мы планируем перейти к созданию своего такого проекта, ну, как сетевая структура. Ну, образно говоря, ее назвали так в силу исторических традиций там, Ногайской Орды. Для создания и координации структурных национально-культурных образований на территориях компактного проживания нагаев. Значит, проект планируется как трехуровневый. Структура трехуровневая. Первое – это национально-культурная автономия, региональная и федеральная. Федеральная сейчас существует. Ну, национально-культурная автономия в неких регионах есть, в некоторых они еще создаются. На них что возлагается? Это развитие культуры, спорта, народных промыслов, научные, исторические, общеобразовательные и прочие, значит, мероприятия и так далее. Второй уровень. Так как нагаи живут не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами, значит, будут создаваться такие неформальные общественные организации, как надструктурные органы для финансирования, управления и защиты структур первого уровня. Второй уровень также берет на себя функции международного общения на уровне культурных и общественных обменов, бизнеса, логистики, контроля финансов. Для создания необходимого представительского уровня вводится, ну, опять-таки обращаясь к опыту, так скажем, прошлого, ну, институт биев, так скажем. Мы знаем, что у нагайцев ханов никогда не было, были бии, избираемые лица такие, руководители. Также будет разработан свод правил, права, обязанностей всех подразделений, руководящих и рядовых членов проекта первого и второго уровня. Ну, здесь опять-таки обращение к опыту предков, принципы такие вот, ну, кочевых этических норм. Ну, какие они, например? Этика выше идеологии, общественное выше частного, духовное выше материального, служение выше обладания, власть возвышается над собственностью, справедливость выше бездушного закона. И третий уровень будет уже заниматься цивилизационным проектом. Ну, такой проект, в принципе, уже он сейчас на общероссийском уровне он будет запускаться. И вот цель наша – это встроиться туда.
Это проект «Большая Евразия», который уже был озвучен нашим президентом. Он направлен в будущее. Дело в том, что все проекты, которые глобальные, которые у нас сейчас озвучиваются, а это какие у нас проекты? Это проект «Москва, Третий Рим», это проект «Туран» и так далее. Они, в принципе, не работают на российскую цивилизацию, то есть они антироссийские в своем начале. Вот проект «Большая Евразия» – это проект, который подходит для всех народов, живущих не только на территории Российской Федерации, но и на территории бывшего Советского Союза. Поэтому в будущем координация координация работы первого, второго уровня, коммунифицированность в этом проекте со всеми народами, населяющими территорию большого этого нашего евразийского континента, такие планы. Ну и также способствовать созданию внутри народов институтов общественных, молодежных организаций, налаживать такой диалог между элитами этих народов, создавать научные, я заканчиваю, управленческие школы для подготовки кадров для будущих структурных организаций Евразэс. Что-то вот такое начало. Спасибо большое, Данил Ильич. Коллеги, вопросы? Потому что на самом деле доклад был достаточно подробный, достаточно многоплановый. Поэтому я думаю, что к этой проблеме мы еще будем возвращаться еще и далее, и во время неофициальной части, поскольку я уже говорил, вообще нагайскому вопросу сейчас уделяется повышенное внимание. И во всем, так сказать, и тюркском мире, на территории Российской Федерации, прежде всего, на территории СНГ в том числе, поскольку там перекрещиваются целый ряд факторов, в том числе, скажем, в ФАДе мы обсуждали проблему мягкой силы. Да. Причем мягкой силы даже там не только со стороны США или Турции, я говорю, мягкая сила даже со стороны Казахстана пришла. Да. Я в силу этих последних высказываний, когда хотя Казахстан нам, безусловно, братская республика, и казахи, например, башкиры, безусловно, братский народ, но, естественно, я предпочту, чтобы в моей семье была моя мягкая сила, а не мягкая сила моего брата. Тут то же самое. Дело не в народе, а в их элитах. Это понятно все. Да? Это понятно все. От них звучат определенные эти посылы, что Астрахань, Оренбург, это наши родовые земли. А нагайский фактор здесь это все сразу отметает, и в том числе и башкирский, потому что мы исторически все это знаем, что Нижнее Поволжье никогда не было казахским. Это понятно. Это территория российского государства, а нагайцы являются одним из народов российского пространства. Это первый момент. И второй момент, если брать Крым, там тоже этот фактор тоже играет на укрепление российских позиций. Объясню в каком плане. Дело в том, что все эти деструктурные элементы, которые пытаются там обосновать, так скажем, отрицательную роль России там, в последних событиях и так далее, они, обратите внимание, где сидят? Они сидят за пределами Крыма, на Украине, там еще где-то, и в основном это кто у нас? Это выходцы из так называемых Яйбуйлы и Татар. Но до конца 18 века мы знаем, что Крым был, основной частью населения Крыма были эти степные, так называемые татары, они в основном нагайского происхождения. Понимаете? То есть, подтягивая их, мы сразу этих изолируем, и Крым уже все, он уже исторически обоснованная часть российского государства, и все. То есть эти все деструктуры. Как видим, это целый ряд, на самом деле, достаточно уже, каждый из этих вопросов уже комплексный, уже сложный. Потому что вопрос Крыма это один целый букет вопросов. И также выбиваем основу из-под, так скажем, табуретку, так скажем, грубо говоря, из-под турецкого проекта. Это построение пантюркизма, панисламизма и так далее. Это же, опять-таки, не их проект, за ним стоит кто? За ним стоит Британия. А за Британией там стоят совершенно другие силы. Понимаете? Этот процесс, этот вроде бы местечковый такой, проблема, она уже поднимается на глобальный уровень. Да.
Полностью согласен, поэтому говорю, что мы